Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Проводила своих внуков в школу и решила немножко заниматься рассадами. Рассаду, конечно, я посадила до отъезда в санаторий только перец. Больше ничего не посадила. А как только приехала, посадила петунию, цветочков. И еще не все посадила. Еще цветочков очень много. Поэтому я не знаю, что куда сажать. У меня уже и мест нет. Очень много набирала рассады. Как голодный волк я нападаю на семена, когда увижу их. У меня глаза разбегаются. Уже внуки тоже говорят: мамочка, туда не ходите, там рассады. Я их предупреждаю: если где-нибудь рассаду я увижу, стащите меня оттуда. Был бы, конечно, огород большой, можно было бы, конечно, очень много всего посадить. Хорошо, что еще есть картошку куда сажать, а если картошку пришлось бы мне полностью посадить в огороде, я ничего толком не смогла бы посадить. В этом году я хочу посадить побольше овощей. Мы решили посадить для меня и для моих внуков картошку на участке Юли с Салаватом. Они у себя сажают. Если кто не знаете, они живут у свекрови дома. Вот поэтому могу пользоваться я. То есть участком, чтобы сажать картошку. А остальное я буду сажать у себя здесь на участке. У меня сейчас внуки большие. Надеюсь, они мне в этом году побольше помогут. Они тоже думают, как будут они работать в огороде, поливать. Только я говорю, без меня не рядить ничего. Заранее предупреждаю. А то в прошлом году у меня младшенький целую грядку прополол. Там ничего не осталось. Вот так. Надеюсь, в этом году они у меня поймут и будут мне помогать. А я буду баловать их разными вкусняшками, как они говорят. Мне еще осталось сажать помидорчиков, томат волгоградец, томат розовый гигант, волгоградский. Они на вид-то они очень хорошие, красивые. В молодости я посадила всегда помидоры волгоградские. Урожай всегда был хороший, солила, ничего не трескалось. Все вкусно до весны, солености сохранились. В этом году тоже увидела волгоградских и решила купить. Еще есть цветочки у меня. Конечно. А еще вот томат Саня есть у меня еще. Высота растения 40 сантиметров. Ну, хоть понемногу, да попробую посадить. Конечно, когда вы у меня будете спрашивать, каких вы помидоров посадили, я все забуду. Сразу я вас предупреждаю. Я все забываю. Здесь еще много у меня семена. Да еще здесь в шкафу есть, которые я сама собирала. Все посажу. Посадила я еще синюю, календулу лекарственную, петунию много посадила. Конечно, они у меня взошли очень много, но я не знаю, как их буду пикировать. Они какие-то у меня росли хилые, но всход на 100%. Ножки длинные. Подожду недельку.
Посмотрим, что будет. Наверное, все-таки солнышка не хватает. Сегодня у нас 15 марта, а утром мороз был, когда я внуков проводила, минус 23. А называется весна. 15 марта, считайте, уже по-старому говорится, что март месяц, но весна. Видимо, весна приходит очень поздно. На улице, конечно, солнышко, но ничего абсолютно не тает. Очень холодно. Ну ладно, пусть весна поздно приходит, лишь бы было мирное небо над головой. Правда ведь, говорю я? Сейчас я вам покажу свои рассады. Только не смейтесь. Я, конечно, не переживаю, если с петуньями что-то не то получится. У меня есть Артур цветочник. Я могу купить у него. Здесь я посадила самых мелких помидорчиков. Еще они не выросли. Посадила недавно. Я вижу, что весна приходит поздно. Не хочу, чтобы они дома росли длинными. Это очень неудобно. Если что, у меня теплица есть. Рано сажать ничего не буду, потому что могут быть заморозки, мучения, закрывать их. Вот здесь цветочков посадила. А здесь у меня петуния. Разные петунии. Вот видите, освещения не хватает. Хотя есть солнышко. Ну, солнышко тоже немножко днем и все. А то было все пасмурно. Посадила вот здесь тоже петунию разных сортов. Здесь тоже помидорчиков посадила. Здесь очень крупные помидоры. В прошлом году мне Юлия дала очень крупных помидоров. Один помидор весил около 900 грамм. Вот я семена взяла. Не знаю, вырастут, не знаю, нет. Но я все равно посадила. Вот здесь тоже посадила желтый гигант. И еще каких-то. Вот здесь все крупные. Я, конечно, не стараюсь запоминать. Он писала, пока писала, сохранились там буквы. Как начала поливать, они все смылись. Но помню, что я крупный помидор, желтый гигант посадила. Здесь тоже помидоры посадила какие-то. Тоже ничего не пишу. Все равно это мне не на продажу, для себя, для семьи. Останется, раздам родственникам. Здесь, конечно, цветочки посадила. Этих цветочек посадила я перед отъездом в санаторий. Только я не помню, что я посадила. Семена были только 5 штук, но все 5 они вышли. А это комнатный помидорчик. Здесь, по-моему, синие. А вот сюда я посадила портулак. Посмотрите, сколько их. Их очень-очень много. Тоже не знаю, как буду их пикировать. Пусть пока растут. Может, Артур увидит, подскажет мне. А может, подскажет мне Артур, чтобы я выкинула их. Что толку с них не будет ничего. Ну, ничего. Если что, куплю у него. Здесь синие, по-моему, у меня. Вот видите, они какие-то хилые. Все равно свет бледный. И растут они очень длинными ножками. Но все равно света не хватает. Удобрений я никакие не даю. А эти персики мои
Я посадила их до отъезда в санаторий. Вот они хорошие. Я, наверное, их рядить не буду пока. Я их специально посадила редко. Но они вышли хорошо. Вот здесь тоже каких-то цветочков посадила. Когда начнут цвести, вы увидите. А есть у меня еще подарок от подписчицы. Она в Стерлитамакском районе живет. Зовут ее Наиля. Постоянная подписчица. Она уже 2 года подписана. Дай Бог ей здоровья, удачи, чтобы у нее все было хорошо. Они в прошлом году приехали ко мне осенью и привезли мне вот винограды. Вот какие. Я 5 дней тому назад только их вытащила из погреба, как она мне посоветовала. Вот этот виноград уже вот почки появляются, разбухают, а этот еще не проснулся. Может, позднее немножко, но проснется. Спасибо, Найля, за ваш подарок. Она живет в деревне Байрак, по-моему. Конечно, меня зовет с мальчиками в гости, но мне все никак. Может, летом как-нибудь съездим. Сейчас зимой дальнюю дорогу я не хочу ехать. Сейчас гололед у нас на дороге. Ну вот, мои хорошие, вот мои рассады. Пока вот так только. Вот такой базар я устроила у себя на кухне. Когда мы в Астрахани жили, там был татар-базар. Наверное, сейчас тоже есть татар-базар. Почему татар-базаром называли? Когда я у свекрови спрашивала, мама, почему татар-базаром называют вот этот базар? Она сказала, там очень много татары продают. И всего много, что только душа пожелает. Вот у меня тоже вот здесь как татар-базар. Каких только цветочков я не посадила, но имена вообще не знаю. Вот такой мой татар-базар. Вот здесь подоконники посадила тоже. Вот здесь цветочки. Немножко, некоторые появились, некоторые нет. И купила я себе еще томат вот такой крупноплотный, кистевого типа для закрытого грунта. Спасская башня. Тут 5 штук. Очень крупный написано там. От 200 до 700 грамм. Урожайность до 30 килограмм томатов с 1 квадратметра. Вот. Картинка, конечно, красивая. Но у меня вырастет ли? Ну, посмотрим. Может и вырастет. А может и нет. Посажу помидорчиков. Посажу волгоградских. Надеюсь, скоро будет тепло. Все вырастет нормально. Но видно, что весна будет поздняя. Помидоры, они неприхотливые, они быстро растут, быстро принимаются. Примерно вот так я и сажаю. Это волгоградские. Кто-то, может, по-другому сажает, сеет. А у меня вот так. Сейчас
обильно полью и накрою полиэтиленом. Так они быстрее вылупятся. Ну, как мои хорошие, вы, наверное, уже давно посадили. Рассады, наверное, у вас очень хорошо растут. Подскажите мне, пожалуйста, как вы сажаете и какими удобрениями вы их поливаете. Я, конечно, знаю, что мне Роза моя подсказывает, когда я у нее спрашиваю или посмотрит мои рассады, она мне напишет все. Это этим надо кормить, эти рассады этим надо кормить. Но я рассады, конечно, не кормлю, не подкармливаю. Поливаю я их комнатной температуры водой и все. Также и цветочков. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Желаю вам всего самого-самого доброго. Здоровья, удачи, семейного благополучия. Кстати, забыла сказать, наверное, вы думаете, а где же Арчи? Что натворится с рассадами? Арчи у нас молодец. Пока я отдыхала в санатории, Юрия Арчи перевоспитала. Ходит на улицу. У нас лотка для туалета дома вообще нет. И ночью просится на улицу, и днем просится на улицу. Ночевать, конечно, приходит домой. Приходит, поспит, погреется и опять уходит. Рассадой цветы не трогает. Недавно, конечно, залез на стол смотреть мои рассады. Я только сказала слово «Арчи», и он быстро выпрыгнул. Удачного дня всем, мои хорошие. Всем пока-пока. До следующих встреч.